Цейра. Эта лошадь приехала второй в наш табун. Ей сейчас 7 лет, и у нее есть целое семейство. Каждый день Александра Зурбаганского и Селены Рей проходят рядом с любимыми лошадьми. Много лет они работают над селекцией новой крымской породы. Вообще лошадь — это была мечта моей супруги. Она хотела завести лошадь, и мы встретились с ней много лет назад. И в тот момент мы жили в центре большого города, и Селена сказала, что он хочет лошадку. Я рассмеялся и долго об этом, скажем так, не думал. Мечту своей жены Александр исполнил, поселившись в Крыму. Купил первую лошадь гуцульской породы. Так началось увлечение этими прекрасными животными, которое переросло в амбициозную цель – возродить крымскую породу лошадей или лошадь крымских татар, которая исчезла в конце 19 века. Эта лошадка была небольшая, выносливая, очень любила своего владельца, была человекоориентирована. И была иноходцем, что самое главное. То есть она ходила иначе, чем остальные лошади. Такие лошади называются аллерными. Могла проходить до 100 километров в день под всадником и с поклажей, и при этом пить 1 раз в день. Восстановить крымскую горную лошадь после того, как она исчезла, уже невозможно. Вы должны это понимать. То есть мы хотим создать что-то похожее на то, что было тогда. Во времена Крымского ханства лошадь была у каждого крымского татарина. Издревле лошади служили человеку, могли быть другом или даже членом семьи. Сейчас их функции несколько изменились. Крымская горная лошадь – это не спортивная лошадь, сразу говоря, а скорее туристическая или хобби-лошадь. Она может стать символом Крыма. Если это случится, это будет круто, потому что лошадь в Крыму, она была очень известна за пределами Крыма далеко. Александр внимательно изучил историю крымской горной лошади и, опираясь на описание, выбрал в свой табун лошадей определенных пород. Это гуцульские, вятские, полесские, перуанские, лошадь скалистых гор. След крымской горной лошади есть в 2 существующих породах, которые сейчас есть еще. Это карачаевская лошадь, а вторая часть в XIV веке крымские татары, большая такая часть, диаспора, уехала в Белоруссию. Тогда это была Речь Посполитая, и увезла с собой тоже больше 1000 лошадей. И мы там выбрали тоже одну породу, исчезающая, называется полесская лошадь. То есть мы от тех лошадей, которые когда-то уехали в разные места, мы взяли все-таки оттуда в надежде, что, вернувшись на родину, они вновь, вот эти гены проявятся. Сейчас в табуне Александра и Селены 26 лошадей. Выведение новой породы – очень долгий процесс. Но Александр с Селеной уже могут похвастаться успехами. Первый этап – это рождение лошадей на этой местности. Он у нас прошел уже успешно, он еще продолжается. Второй этап – это введение в табун иноходи и еще серебристого гена. Добавить серебристый ген Александр с Селеной решили намеренно. Хотят, чтобы их лошадь была не только выносливой, но и красивой. Для этого в Кентукки приобрели лошадь Rocky Mountain. Это очень редкая масть. И у нас 2 лошади этой масти. И находясь в табуне, она даст своих деток. Ей 1,5 года. Ей 1,5 года. И она очень человекоориентированная, да. Барселона ее зовут. Знакомьтесь. Занимаясь выведением новой породы, Александр и Селена по-настоящему полюбили лошадей, изучили их особенности и характер. Все их животные красивые, ухоженные и любознательные. У лошади есть важная функция, которая тоже в современном мире очень важна. Это целительная функция. То есть лошадь обладает сильным полем любви, в которое попадает человек, и начинает расслабляться нервная система, отпускаться все стрессы. Терапевтический эффект общения с лошадьми ощутили на себе и мы. Подходи сюда. Ага. Левой рукой бери за гриву, вот так вот. Ой, я могу ее нюхать. Бери, здесь. Грива для них, когда берешь за гриву, им не больно. Так. Перебираешься. Все, села. Хорошо. Держись за гриву, держись за гриву. Моя профессия сейчас будет называться канаут, а Лена будет ипотерапевт. Чуть-чуть подвинься поближе, вот. И смотри, расправляешь спинку, выпрямляешь, вот. Твоя, да, вот, выдохнула, брат. И смотришь между ушей, любуешься этими красотами.
Большая мечта Александра не просто возродить крымскую породу, но и вернуть ее в дикую природу. И хоть это очень сложно, требует немалых усилий и времени, Александр и Селена уверены – нет ничего невозможного.